Господин Янус, очень важный момент, действительно, это дальнобойные ракеты «Атакамс», которые необходимы сегодня Украине даже для того, чтобы уничтожить Крымский мост. Вы даже некоторое время критиковали Байдена за то, что он не предоставляет Украине оружие дальнобойное, чтобы она могла, скажем так, ударять или наносить удар точечный по военным объектам Российской Федерации, на территории Российской Федерации. И вот статья двух генералов Залужного и Забродского, она как раз говорит о том, что россияне чувствуют себя сегодня безнаказанными, потому что они не ощущают войны. Как вы считаете, во-первых, предоставит ли нам США эти дальнобойные ракеты «Атакамс», и будет ли Украина наносить удары точечные по ключевым объектам именно Российской Федерации? Значит, у нас в Азербайджане есть такая поговорка: умному достаточно намека. Я вот вам сейчас скажу, а вы делаете вывод из моего ответа. Потому что я тоже исхожу из принципа «не навреди». Я анализирую, как эксперт, все то, что я слышу. И я вспоминаю риторику США в самом начале, в середине и сегодня. В самом начале одна риторика была пораженческая, в середине, то есть мы не хотим эскалации, чтобы это не выходило вообще за территорию Украины. А потом во второй половине этой войны мы стали слышать о том, что Украина сама вправе решать, как используют то вооружение, которое мы ей поставляем, касательно своей территории, включая Крым и Донбасс. Таких риторик мы не слышали. А когда уже это говорится, а потом мы слышим, начинаем уже другие заявления. Да, кроме этого, если есть риски, которые бьют уже с приграничных территорий, это имеется в виду Белгородская, Курская и все другие территории той же России, откуда идет? То есть разговор идет конкретно о уничтожении военной инфраструктуры, откуда на вас летят те же ракеты. Да? И это тоже стали озвучивать. И когда это озвучивается, это для чего делается? Это для того делается, что да, мы в самом начале озвучивали задачу, которая касалась 40 километров, 70 километров. Вот под это дело мы и давали соответствующее вооружение. А как только будут на повестку дня появляться вопросы, которые будут касаться 200 километров, 300 километров, значит, такого типа тематика будет уже на повестке. Сначала наверняка они появятся, мы увидим их реальные результаты какие-то, а потом вдруг это уже начнет озвучиваться. А может быть и не будет озвучиваться. Вспомните, как очень была модная и популярная тема с тем, что неудачно где-то кто-то покурил, начиная с флагмана Москва. Поэтому никто по сегодняшний день не знает, кто это, Нептуном или это Горбуном. Лично мне до лампочки. По той простой причине, главный результат. И точно так же, чем будет разбомблен Крымский мост. Его будут бомбить с расстояния 70 километров или с расстояния 300 километров. Главное, чтобы эта тема стала на повестку дня. Ну, сегодня на повестке дня стоят другие тематики. Александровский мост, вот эта Каховка новая. То есть это все, что было. А оно уже сделано. Значит, следующая тематика какая-то. То есть проблемы, как говорят умные люди, надо решать по мере их поступления. И поэтому создание этого координационного центра здесь, в США, который действует в оперативном плане, то есть именно есть стратегия, которая определяет политики, а есть ее тактическая реализация. Вот тактическая реализация – это Рамштайн. Вспомните Рамштайн 1, сравните с Рамштайном 5. Потом вспомните, что сказал ваш Резников, и его риторику на эту тематику, и на реляции, да, и тональность вашего же президента. Заметьте, президент, что говорил 6 месяцев назад, несколько месяцев назад, и как он выступает сегодня в этих моментах, да, по многим, и его критические настроения, и как он наезжает уже на ту же Германию, Дмитрий Кулеба, да, Дмитрий Кулеба все-таки член команды, и как он открытым текстом уже говорит про немцев, которые отказываются поставлять эти танки и кое-что другое. Поэтому это говорит о том, что по мере того, что у вас есть успехи, по мере того, что вы крепчаете, и те главные ваши союзники, подчеркиваю, главные в первую очередь союзники в этом вопросе у вас англосаксы. Это Соединенные Штаты и Великобритания. Они идут особняком, они не имеют никакого отношения к Евросоюзу. Вы это видите. Просто Соединенные Штаты как лидер, они построили всех, они понимают, что все это держится на авторитете США. Если бы не было США, вообще все было совершенно по-другому. США тоже этим не хотели заниматься. Байден не хотел этим заниматься. Давайте не будем скрывать. Так же, как не хотел этим заниматься Трамп. Так же, как не хотел этим заниматься Обама. Так же, как не хотел заниматься этим Джордж Буш-младший, который... Вот все началось с тех времен, да, с 2008 года Грузия, а потом все остальное пошло-поехало. Потому что
Тогда были другие нарративы, геополитические интересы другие были, Китай, Азиатско-Тихоокеанский регион и все остальное. А сегодня вы заставили их этим заниматься. Не от хорошей жизни они этим занимаются, потому что они увидели, что немцы, французы не справляются с этой территорией, которую мы им перепоручили. Вот эта 20-летняя такая политика Шрёдер, Меркель, Берлускони, Саркози, Олланд, Макрон, и вот вся эта политическая тусовка продажная, так скажем, да, вот, она сегодня не справляется, и Соединенные Штаты просто вынуждены этим заниматься, потому что в конечном итоге это могло бы обернуться ударом по США точно так же. Когда ты не занимаешься какой-то территорией, это приходит 11 сентября к тебе, как 20 лет там назад это пришло сюда, когда Америка перестала заниматься и неправильно занималась Ближним Востоком после развала Советского Союза. И это надо понимать. И когда ты не занимаешься постсоветским пространством, то в конечном итоге вот получается такой результат. А ты передал это постсоветское пространство немцам, французам, якобы своим союзникам, а Путин их с потрохами купил, а ты до этого не занимался еще во времена Буша отца, потом перепоручили это Клинтону, а Клинтон это перепоручил Ельцину, а Ельцин начал за здравие, кончил за упокой. То есть вот ошибки этого Запада, вагон и тележка, да, поэтому они сегодня повторяют эти ошибки, они и повторяли это в 2008, 2014, когда эта война началась, начали повторять. Они опять же неправильно работают с той же российской тусовкой. Для них вот Навальный это будущий Ельцин, а этот имперец, понимаете, вот такого, мало ли что он сидит в тюрьме, а до этого, когда он не сидел в тюрьме, что он говорил. Поэтому это все надо понимать. На Западе, в Америке здесь, это далеко до них надо достучаться, победить, вот это все сделать. Мы также 30 лет не могли это делать, Азербайджан, сегодня ситуация уже другая. И поэтому они уже считаются с Азербайджаном. И я знаю, что там происходит, и поэтому у них, видите, и позиция уже немножко другая. И бегают в Азербайджан, и газ хотят. И они видят, что сегодня Россия закрылась, это они пользуются Южным Кавказом. И это все, значит, надо и этим заниматься, и Южным Кавказом, и Ближним Востоком, и постсоветским пространством. Потому что страны такие, как Германия, Франция, если они продались России, а что вы хотите от Грузии, от Азербайджана, от Армении, от среднеазиатских стран, Казахстан, Узбекистан, которые находились десятилетиями под пятой той же Москвы, да, и у них там огромное количество возможностей и влияний. Поэтому надо заниматься этой территорией, надо защищать эту территорию. Вот Турция защитила Азербайджан отдельным зонтиком. Но это отдельно, потому что это Турция, потому что братские народы и так далее. Там, ну, политически от Белоруссии до Южного Кавказа и до Средней Азии, они что делали? Не занимались. Вот результат. Поэтому это все, знаете, это важные такие тематики, это и есть геополитика, это надо понимать. И когда мы хотим понять, как здесь это в Соединенных Штатах это работает, и какие перспективы надо ожидать, я лично повторюсь еще раз, вы усилили, вы именно это сделали, вы дали им возможность окрылиться, и они сегодня, наоборот, даже используют вас, хотят использовать вас для внутриполитических своих разборок. Да, я имею в виду демократы и республиканцы, и конгрессмены, и вот эти все промежуточные выборы. Я поэтому друзьям с Украины всегда советую, не вовлекайтесь, вы их используете. Вы их используете в плане того, что раз они рвут рубашки за вас, ну пускай рвут. Вы просто знаете, насколько это возможно. Просто знаете, что вот он сегодня рвет рубашку, чтобы стать конгрессменом, а завтра, если ему выгодно будет против вас идти, он будет против вас идти. Достаточно посмотреть на Францию, на Германию, вот на эту старую Европу, да, и как вот это пробуксовывает по сегодняшний день. Поэтому, резюмируя, я довольно позитивен, особенно после того, что на Бориса Джонсона пришла Лиз Трасс. Я думаю, что в Кремле еще вспомнят Бориса Джонсона добрым словом. Они скажут, так он был бы намного лучше хотя бы этой Лиз Трасс, потому что я точно знаю, что Лиз Трасс еще более жестче будет идти в вопросе поддержки вас. И поэтому сегодня и Байден и Лиз Трасс будут, я так думаю, как вот Байден и Джонсон. А Джонсон в роли Черчилля, а Байден в роли того же Рузвельта, да, который не хотел двигаться в этом плане. И поэтому тогда и появился ленд-лиз, и здесь появился ленд-лиз. Тогда и США согласились открыть второй фронт. И здесь вот Рамштайн и вот этот координационный центр, это тоже говорит об этом. Поэтому, когда вы меня все спрашивают, я говорю, проводите параллели со Второй мировой войной. Уже 42-43 год, уже, например, одну битву вы выиграли, допустим, Курская Дуган, если хотите, или Сталинградская, какая вам удобна. Но есть еще другие битвы. Но еще вы границам Советского Союза, то есть границам Украины, да, где оккупируют свою территорию, вы еще не дошли, а еще в перспективе полная победа.
Поэтому это все надо понимать, но вы знаете, что сложное вы уже миновали, но впереди не менее тяжелые цели и задачи, которые, к сожалению, тоже придется решать кровью.